Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире я, Айргуль Урумханова. Сегодня у нас запланировано интервью с региональным представителем Офиса ООН по правам человека в Центральной Азии, госпожой Матильдой Бурнер, в рамках медиакомпании ЮНЕСКО «Думай, прежде чем делиться». Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что согласились на это интервью. Могли бы вы начать с того, чтобы рассказать, как работа ОВКПЧ согласовывается с компанией ЮНЕСКО «Думай, прежде чем делиться», особенно в борьбе с онлайн-дезинформацией и разжиганием ненависти в Кыргызстане? Okay, well, thank you very much. I think the work of our office, the UN Human Rights Office, Спасибо большое. Миссия Офиса ООН по правам человека тесно связана с целями медиакомпании ЮНЕСКО. Оба агентства хотят внедрения международных стандартов в вопросах дезинформации, мисинформации, языка, вражды во всем мире. И, в частности, здесь, в Кыргызстане. В нынешнюю цифровую эпоху дезинформация и разжигание ненависти могут распространяться очень быстро. И их последствия могут быть разрушительными, особенно для людей из уязвимых групп. И для нас очень важно в совместной работе с ЮНЕСКО, государством, гражданским обществом обучать людей думать, прежде чем отвечать на дезинформацию в сети. Критически анализировать, чтобы остановить распространение такого типа информации. Международное право помогает решить этот вопрос. Потому что очень важно знать разницу между свободой слова, которая защищена международным правом, и запретом на призывы к насилию, дискриминации, особенно в отношении меньшинств. Discrimination, incitement to hostility, particularly for minority groups within society. Таким образом, права человека защищают свободу слова и запрещают призывы к насилию. И это балансирующее действие, и мы должны четко понять, где эта линия между призывами к насилию и свободой слова. Кыргызстан ратифицировал Международный пакт о гражданских политических правах. Статья 19 этого пакта защищает свободу слова, свободу выражения мнений. И эта статья помогает нам осознать, что даже если выраженное мнение критическое, оно защищено. Но также в статье 20 говорится о том, что если мнение пересекает грань и содержит призывы к ненависти, дискриминации в отношении меньшинств, то это должно быть запрещено, и соответствующие органы должны предпринять меры. Международное право помогает найти этот баланс. У ООН есть Рабатский план действий, который помогает применить международные стандарты на практике. A plan of action called the Rabat Plan of Action, which helps states to understand how to implement that in practice. Спасибо большое. Можете ли вы подробно рассказать о Рабатском плане действий и о том, как он может помочь, чтобы найти баланс между противодействием разжиганию ненависти и защитой свободы выражения мнений? Yes, that's exactly what this action plan sets out to do. Государства во всем мире испытывают трудности в попытках найти баланс между свободой выражения мнений и запретом на подстрекательство к ненависти и так далее. Поэтому мы разработали в консультации с государствами-членами план действий, который состоит из 6-частного теста. Все эти критерии должны быть выполнены, прежде чем это можно будет рассматривать как запрещенную форму речи. Now, all of these criteria need to be fulfilled before it can be seen as a prohibited form of speech.
Критерии включают в себя, во-первых, контекст. Нам нужно смотреть на контекст, в котором произносится речь. Это означает, что в некоторых контекстах я могу сказать что-то одно, и это не вызовет никакой реакции. Но в другом контексте, возможно, когда в обществе есть серьезная напряженность, где есть конфликт, я могу сказать то же самое, и это может вызвать сильную реакцию, приводящую к насилию. Поэтому нам нужно смотреть на этот контекст. Второй критерий касается говорящего. Если говорящий – публичная фигура, возможно, политик, религиозный лидер, то его речь будет иметь гораздо больший эффект, чем если бы это был неизвестный человек. Если это мой сосед, о котором никто не слышал, и он говорит то же самое, то эффекта может и не быть. Поэтому нужно учитывать, кто говорит. В-третьих, это намерение. Должно быть намерение. Было ли намерение у говорящего причинить вред своей речью, разжечь ненависть или враждебность по отношению к меньшинствам в обществе? Если такого намерения не было, и если это было сказано по небрежности, по ошибке, то это не может быть запрещенной формой речи. В-четвертых, нам нужно посмотреть на содержание и форму. Это значит, что нужно фактически проанализировать сами слова, содержание того, что было сказано, определить, был ли там прямой призыв к насилию, к ненависти по отношению к группам меньшинств. Поэтому фактически сказанные слова очень важны и должны быть проанализированы. В-пятых, это масштаб и величина. Насколько далеко распространилась эта речь. Опять же, если я просто поговорю со своим соседом в моем частном доме, это может иметь очень небольшой эффект. Если я выложу это в сеть, и это станет вирусным, это может иметь огромный эффект. Так что дело не в том, что было сказано, но и в том, насколько далеко распространилась речь. И, наконец, шестой тест – это общий, объединяющий все это. Какова вероятность и неизбежность того, что эта речь приведет к насилию, приведет к подстрекательству, к ненависти по отношению к группам меньшинств. Поэтому необходимо оценить реальную вероятность. Возможно, что-то было сказано неприятное, но когда мы смотрим на это в реальной ситуации, очень маловероятно, что это приведет к какой-либо агрессивной реакции. При оценке того, следует ли ограничивать речь, все 6 критериев должны рассматриваться в совокупности. Ни один из критериев не является решающим сам по себе. Спасибо большое. Как вы думаете, каковы основные вызовы стоят перед Кыргызстаном в борьбе с дезинформацией или разжиганием ненависти в интернете? Одним из самых больших вызовов является существующее законодательство и предлагаемые проекты законов, которые не всегда соответствуют международным стандартам, о которых я говорила. Нам необходимо убедиться, что в государстве обеспечены свобода слова, свобода выражения мнений, и только в случае призывов, подстрекания к насилию и применяя шестичастный тест Рабатского плана будут преследоваться законом и запрещены. Таким образом, нам нужны изменения в законодательстве, но государству и правоохранительным органам нужно понять Рабатский план действий и внедрить его в законодательство и в практическое применение. Когда это случится, Кыргызстан будет в лучшей позиции для обеспечения соответствующего баланса между свободой слова и запрещенной формой речи. Во-вторых, нам нужно повышать осведомленность населения, и здесь хорошо увидеть, что ЮНЕСКО и мы, УВКПЧ, работаем с правительством и с гражданским обществом, чтобы повысить осведомленность в этих вопросах, повысить способность населения критически мыслить о СМИ, быть медиаграмотным и начать проверять факты. Необходимо вкладываться в проверку фактов. Это может быть одной из самых мощных форм борьбы с дезинформацией. Не вся информация вредна, но важно иметь сильный процесс проверки фактов, поддерживаемый обществом, поддерживаемый правительством, чтобы противостоять дезинформации.
Какие основные следующие шаги могут предпринимать агентства ООН в Кыргызстане для борьбы с дезинформацией и разжиганием ненависти в Кыргызстане? Мы продолжим нашу работу с государством, гражданским обществом и со всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы улучшить законодательство страны и привести его в соответствие с международными стандартами, чтобы привнести Рабатский план действий в существующее законодательство и правоприменительную практику. Мы, опять же, будем работать с государством, гражданским обществом для того, чтобы повысить осведомленность населения о нераспространении дезинформации и способствовать обучению проверки фактов. Спасибо вам большое за интервью и за то, что вы делаете такое большое дело в нашей стране. И я думаю, что наши телезрители тоже оценят то, что проводится очень большая работа по борьбе с дезинформацией и разжиганием ненависти в интернете, потому что это бич нашей страны. Я напомню, что у нас в интервью давала региональный представитель Офиса ООН по правам человека в Центральной Азии госпожа Матильда Борнер. Мы это интервью проводили в рамках медиакомпании ЮНЕСКО «Думай, прежде чем делись». И поэтому я бы призвала наших телезрителей думать, прежде чем в интернете делиться самой разной информацией, потому что информация разная, и она может навредить очень многим людям, если, конечно, эта информация вредна. Спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Спасибо вам огромное и до свидания.